Полгода назад семья Шурдулава решила открыть в селе Кындык птицефабрику. Идея была успешно реализована благодаря государственной программе развития сельского хозяйства. И вот теперь кур, выращенных здесь, поставляют на местный рынок. Сейчас на объекте 5000 птиц. Мы работаем, да, каждый день. Мы работаем без остановки. У нас как посадка происходит, после посадки мы выращиваем цыплят, происходит убой. После этого мы полностью дезинфекцию производим на все птицефабрики, то есть там около 5-7 дней мы никого не запускаем. И после этого обратно начинается посадка и по той же схеме то есть идем. У нас есть свой бренд, это абхазская курочка, мы ее назвали, потому что мы здесь единственные в Абхазии. Птицефабрика, и решили называться абхазская курочка. Так как бизнес успешно продвигается, семья решила запустить еще одну птицефабрику. При финансовой возможности на ней можно содержать до 15 тысяч птиц. Объект требует ремонта. Во второй птицефабрике Беслан Цыпович пообещал, что поможет нам поменять кровлю и построить забор. Им, таким вот предпринимателям, необходимо помочь. Это наша местная продукция. Вот видно их мясо, которое мы, как видели, выращивается в экологических таких вот нормах, и без никаких посторонних примесей. Как раз таки можно применять для наших детских учреждений, для общественных питаний. Так что мы должны развивать эту отрасль. В Корчасском районе вот уже несколько лет работает цех по переработке ореха фундука. Здесь есть и собственная сырьевая база. Посевы ореха занимают около 100 гектаров земли. Современное оборудование, высокий уровень механизации делают производство качественным. Но в этом году, по словам владельца цеха Саида Инапшба, есть сложности. Очень много людей приходят и приносят плохой орех. Да, за плохой орех мы не можем заплатить, мы скорлупу не продаем, никто его не покупает. Нам нужен орех, чтобы хороший был. И когда хороший, конечно же, стоит хороших денег. Когда плохой, он бывает порой вообще ничего не стоит. И вот сейчас мы в этом году вообще столкнулись с такой проблемой, то что очень много плохого ореха принесли люди. И вот из-за этого у нас сейчас есть какие-то свои производственные проблемы, что мы должны, этот плохой орех, нужно больше времени, чтобы его переработать, обработать. И мы этим занимаемся. Затратной частью является и сам сбор ореха. По словам Саида Инапшба, механизация этого процесса облегчит работу. Кроме того, ощущается и нехватка кадров на объекте. Сегодня здесь работают 12 человек. Мы бы могли бы еще больше, но вообще люди, мало кто хочет работать. Вообще есть такой дефицит рабочей силы. Также по программе развития сельского хозяйства Минсельхоз Республики обеспечил крестьян саженцами цитрусовых деревьев. Всего поступило 60 заявок. Мы сейчас приехали за саженцами. Сейчас будем забирать. На днях, на этой неделе произведем посадку. Потом мы будем консультироваться с ними. И они нас будут тоже консультировать, приезжать, посмотреть, как мы это сделали все. Посадку, все. Ну и контроль тоже будет ежемесячный, потом ежеквартальный, потом и годовой. Выясняем, где и в какое направлении необходимо помочь нашим крестьянам. Я думаю, что такой подход руководства страны именно к сельскому хозяйству, это даст возможность для того, чтобы оно развивалось. Это сегодня одним днем или одним годом прийти в какие-то параметры это невозможно, но если мы не начнем таким образом, в виде техники, в виде дотации, то, что предусмотрено в программе, это будет впервые у нас приниматься. Я думаю, что программа это будет принята, в программе будет указано оказывать финансовую помощь, я имею в виду в виде дотации тем, кто уже что-то сделал. Таким образом, я думаю, мы, наверное, выйдем на какие-то параметры для развития сельского хозяйства. Консолидация государства, бизнеса и крестьянина. Что важно, если мы соединим все вместе, у нас получатся хорошие результаты и проведется плодотворная работа. Уже несколько лет в Абхазии работает программа развития сельского хозяйства. За это время успешно реализовано десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Гугут Савардания, Налач Кинджери, Аля Самичба, Абхазское телевидение.